Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет на будущей неделе, что вам по судьбе, какие яркие события и перемены постучат к вам в жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, что ждет меня на будущей неделе, к чему мне готовиться. И давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка вышла. Сейчас будем с вами разбираться. Пожалуйста, не забывайте, что отсыпка у нас общая. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, на будущей неделе решится какой-то очень важный для вас вопрос. Это что-то, что связано с вашим будущим, либо с какими-то вашими возможностями, либо с какими-то вашими претензиями. Хоть силы и не равны, либо вы сомневаетесь, что исход будет благополучным, но на самом деле вам не откажут, либо с вами согласятся, либо все случится именно так, как выгодно и как в плюсовом значении для вас. То есть отказа точно не будет, решение будет вынесено в вашу сторону. Вот, в себя там главное верьте, не унывайте. И знаете, что чудеса случаются, причем сплошь и рядом. В вашем конкретном случае здесь помимо чуда еще идет и закономерность, либо справедливое отношение, но либо именно справедливая ситуация, решение в вашу сторону. Кто бы там ни сопротивлялся, ничего поделать не может. Все будет по закону, по праву, ну и плюс такой маленький элемент чуда. Дальше. Вижу, что доходы у вас увеличатся на будущей неделе. Здесь либо деньги придут, ну, либо ваш партнер, ваш близкий человек зарплату получит, либо прибыль, да, домой принесет. Доход увеличивается, ваша платежеспособность увеличивается. Хороший знак. Здесь два человека прям на утке катаются. Счастливые, довольные, все хорошо, денежка придет. Дальше здесь кто-то за вами бегать станет. Причем бегать, догонять, да, вот куда и вы, туда и этот человек. У одних из вас отыграет, что это в личной жизни, то есть ухажер, либо девушка, которая влюбится, если смотрит меня мужчина, ну прям преследует вас. У других же отыграется, что человеку хочется быть с вами, либо с вами выгодно, либо человеку действительно от вас что-то нужно, и человек прям преследует вас постоянно, куда и вы, туда и он, либо она. Прям будете даже в какой-то момент уставать от этого человека, даже будете немножко, наверное, прятаться. Важный звонок, важный разговор по телефону, что-то, что дарит радость, дарит надежду, меняет ваше настроение. С кем-то вы поговорите, и прям легче станет, либо очень хорошо вам станет, о чем-то дурном думать перестанете, либо будете думать только лишь о хорошем. Важный звонок. Важно, вот с кем-то конкретным будете говорить. Дальше огонь. Здесь какой-то мужчина пытается тушить огонь в своем сердце, но чем больше он тушит, тем сильнее этот огонь разгорается. Я так понимаю, что здесь речь идет о чувствах, об эмоциях, ну и также о желании. Вот. Чем больше человек от вас отворачивается, тем больше тянет. Чем больше пытается себе запретить думать о вас, тем больше думает. В общем, какая-то борьба с самим собой.
не увенчается успехом. И вижу, что под конец недели этот человек такой уже прям изнеможденный этой борьбой к вам придет и скажет: ну, делай со мной что хочешь. Я ничего не могу с собой поделать, я вот пытался, у меня не получилось, я тебя люблю, я тебя хочу, и все. Вот он, я перед тобой. Говорю все как есть. Вы, кстати, очень удивитесь. Удивитесь тому, что он сам с собой боролся. И удивитесь, конечно, что испытывает к вам чувства. Он такая, скажете: ничего себе, вот это поворот, кто бы мог подумать. Дальше, мои хорошие. Фонтан. Фонтан – это эмоции. Эмоции, причем очень положительные, их много. Много хорошего произойдет. Либо очень много радостных моментов, и вы прям на позитивчике. Вы в струях этого фонтана купаетесь. Дальше. Плохой человек по голове получит. В прямом смысле слова у кого-то отыграется какая-то травма головы, а у других отыграется это какое-то наказание свыше, либо призовут к ответу свыше. Да? Вот, если это руководитель, то, скорее всего, более высокое руководство будет сильно спрашивать, да? Сильно злобно спрашивать. Ну, либо человек действительно травмирует голову, ну, кто-то неприятный. Как Бог шельму метит, обычно так говорят про этих людей. Дальше. Вижу, что кто-то вас может рассмотреть, либо кто-то к вам присматривался, теперь как рассмотрел. Человек меняет свое отношение к вам. Человек будет более дружелюбным, либо более улыбчивым в вашу сторону. Кто-то держался особняком, либо был холоднее льда, а теперь я вижу, там, здороваться начнет, улыбаться, как-то общаться с вами по-хорошему, по-доброму. Ну, это приятное событие, да? Человек наконец-таки присмотрелся, рассмотрел. Вот, меняет свое отношение, меняет свое поведение. Так, большой риск куда-то не успеть, либо даже проспать. Мои хорошие, чтобы такого не случилось, вы там себе побольше будильничков, либо напоминалок устанавливаете, иначе будете бежать, спешить, а в спешке ничего хорошего нет. Да? Это все-таки стресс. Чтобы стресса не было, вы напоминалки себе ставьте, заводите как можно больше будильников, просите еще, чтобы кто-то подстраховал, но это важно. Важно, чтобы вы не стрессовали, да, чтобы вы везде успели. И еще образ человека, который вас о чем-то просит, о чем-то неожиданном вас попросят. Просьба вас немножко шокирует, либо даже выведет из себя. С левой стороны у нас идет эта просьба. Вы прям задумаетесь, вот как поступить, исполнить, либо послать. Какая-то неожиданная просьба, и туда. Дилемма, здесь дилемма. Но вам эта просьба не понравится. Вижу, что прям не в восторге вы от этой просьбы. Скорее раздражены даже будете этой просьбой. Работа. На работе много почему-то людей показывают. Столпотворение людей. Может быть, в вашем офисе будет людно. Может быть, если вы работаете сами на себя, прям клиентиков подойдет побольше, да, в очереди будут становиться. Может быть, всем срочно и сейчас, да, и вам придется там живую очередь устроить. Много людей, людно. Тоже как-то, знаете, немножко на психику давит. Да, особенно если вы, любите работать в тишине, если шум вам мешает. В такой момент показывают. Но с другой стороны, больше людей, больше возможностей для заработка. То есть относитесь к этому философски. Дальше. С чем-то запутанным будете разбираться, будете пытаться развязать, но развязать это невозможно. Там только можно разрезать. То есть как-то радикально нужно будет решать. А вы до последнего будете пытаться все-таки по-хорошему. Нет, только резать. Не теряйте зря времени, режьте. Распутывать не получится. Дальше. Большая сумка. В сумке что-то очень хорошенькое для вас. Вам кто-то эту сумку отдает, передает. Либо кто-то с сумкой придет к вам и сумку эту вам отдаст. Очень вас порадует содержание этой сумки, содержимое сумки. И вы такая скажете: как классно, как здорово. Да? Может быть, ваш любимый там скупится очень удачно. Может быть, кто-то из близких вам помощь окажет продуктами, либо какими-то деликатесами. Кстати, это могут быть и деликатесы. Может быть, на работе вам
там, к праздникам будут давать какие-то вкусняшки, да, в таком ключе. Но сумка классная, вам прям очень понравится, и вы так в нее заглядываете, думаете: о, как хорошо, как замечательно. Дальше. Мужчина своим гордиться будете. Здесь мне показывает мужчина-лебедь, который проявляет эту лебединую верность. И вы такая думаете: о, какой у меня мужчина, какой он верный, какой он классный. Как-то он у вас отличится, то ли какую-то эту женщину, претендентку от себя отгонит, но то ли он там мимо пройдет какого-то искушения, вы скажете: ах, молодец. А может быть, вы сами его будете испытывать на верность, и он пройдет эту проверку. Прям гордитесь им, смотрите, думаете: какой хороший, ах, мой. В таком ключе. Положительные эмоции. Так, здесь у вас предупреждение. Предупреждение по поводу скорости. Может быть, это скорость на дорогах, да, нельзя ездить быстро, либо нужно ездить медленно. Могут там, например, оштрафовать, либо занос какой-то, не дай бог, либо еще что-то может произойти, да, медленно. И также нельзя быстро идти, быстро передвигаться, то есть нужно идти медленно, смотреть под ноги. И во избежание каких-то травм, либо каких-то неприятных моментов, опять же, сейчас холодно, вы можете бежать там на транспорт, опаздывать, вы вспотеете, потом замерзнете, да, заболеть можете. То есть вам нельзя спешить. Спешка, скорость должны быть просто минимальными, ограниченными. Это очень важно. Еще показывают, что вам с какой-то женщиной не стоит иметь дел, потому что эта женщина, она много врет, либо она вам все время врет. Женщина, она много говорит, красиво говорит, она вам что-то рассказывает постоянно, вы ее слушаете и думаете: вот это да, вот мне бы так. Она вам все врет, вот, и вам лучше с ней дел не иметь. Чем красивее говорят, тем меньше там правды, вот так мне идет. Дальше, на будущей неделе какая-то неожиданность случится, которая вас сначала огорчит, а потом очень порадует. Не могу сказать, что это конкретно, но вот вижу, что у вас радость сквозь слезы идет. Извините, но такое предсказание. Сначала вы очень огорчитесь и скажете: да как же так, да ё-моё, ох, не могу в это поверить. И тут же, буквально там ту же секунду, либо там через пару минут что-то очень хорошее произойдет. Как-то вот меняете грусть на радость. Радость сквозь слезы, так можно сказать. Так что не спешите расстраиваться, если что-то не так. Знаете, что скоро будете радоваться. А здесь показано, что во сне вы что-то узнаете, либо какую-то подсказку получите. Как говорят, сон в руку. Да? Вот есть вещи сон, а есть сон в руку. У вас именно сон в руку идет. Так что не пренебрегайте тем, что вы видите во снах, а скорее берите на заметку и пользуйтесь той информацией, которую получаете во сне. Особенно чувствительные люди, прям 100% сон в руку будет. Прям тютелька в тютельку может даже исполниться. Дальше какие-то неожиданные дороги вам открыты. Куда-то в неожиданное для себя место поедете, либо в новое место. Сначала вы как-то скептически к этому отнесетесь, но потом поймете, что не зря я туда съездила, либо не зря я еду, поехала. Как-то прям с легким сердцем будете возвращаться. Туда, значит, с тяжелым, типа, зачем мне ехать, куда я еду, а назад с легким сердцем, уже с улыбкой возвращаетесь. Значит, что-то хорошее произойдет. Так, кому-то какой-то человек за столом, чиновник, может быть, начальник, очень как-то вежливо и очень по-доброму отнесется. Прям руку, видите, вам пожимает. И вы от неожиданности немножко теряетесь. И вы такая: я-то думала, что меня тут будут терзать, посылать, обзывать, ругать. Нет, прям руку, видите, вам пожимают. Очень сердечно и тепло к вам отнесется. Может быть, просьба, может быть, вас за что-то будут благодарить, может быть, вам что-то будут давать, выдавать. Хороший момент. И еще показаны какие-то люди не очень приятные, либо не очень добрые по отношению к вам. Они как будто бы с вещами уходят, либо куда-то уезжают. И вы смотрите и думаете: о, красота, о, милота.
да, прям улыбаетесь. Вы как будто бы взглядом этих людей провожаете. Они с вещами, ну, куда-то вот уезжают, выезжают, переезжают. И вы так думаете, вот теперь я поживу, вот теперь у меня все будет хорошо. Да, либо тихо будет, да, может, это какие-то буйные соседи. В общем, хорошее событие. Дальше. Кто-то попытается на вас наехать, создать вам острый момент. Но вы будете отбиваться. Причем человек пожалеет, что на вас наехал. Человек очень быстро будет ретироваться, идти на попятную, ну типа, извините, вы меня не так поняли, я плохого не желал, да, в таком ключе. Здесь вы выскочку на место, получается, поставите. Ну, либо покажете, что вы можете себя защитить, да, что с вами так нельзя. Такое обращение, оно неприемлемо в отношении вас. Прям такой острый момент, сразу тупым становится. И еще показано, что вы каким-то сервисом будете очень довольны. Сервис, да, что мы получаем в качестве услуг. Может быть, у вас не будет каких-то ожиданий завышенных, либо вы, наоборот, будете думать, что какая-то ерунда будет. Но на самом деле вам очень понравится. Будь то массаж, будь то ногти, будь то, не знаю, там, уход, будь то парикмахер, будь то что-то еще другое. Прям очень понравится, будете довольны. И главное, что вы по деньгам прям очень выгодно это все получаете. То есть выгодная сумма, выгодная для вас, да, вы немного тратите, а сервис прям на высшем уровне. И прям так приятно удивлены, думаете, ничего себе, чего я раньше сюда не ходила. И здесь так хорошо, здесь так замечательно. Прям очень вам приятно. Дальше. Кто-то от вас что-то прячет, а вам прям сердце подскажет. Вот что человек от вас что-то прячет и скрывает. Вы за этим человеком то ли проследите, то ли как-то внимательно будете относиться к этому человеку. Вы найдете, вы поймете, что от вас прятали и скрывали. Здесь либо какую-то проблему скрывал близкий человек, да, но не хотел палиться, не хотел вас расстраивать, ну и себе проблем наживать. Либо это кто-то, кто что-то от вас прятал, как свой какой-то косяк, например. Да? Начудил человек на работе, и это все пытается скрыть, спрятать. А вы прям сердцем почувствуете, поймете, ну, заставите исправлять, да? Либо начальнику скажете, ну, чтобы на вас потом это все тоже не спихнули. Прям сердце подсказывает, да? Либо интуиция ведет к тому, кто от вас что-то скрывает. В самом венце 3 очень ярких события, которые вам по судьбе. Эти события, они очень неожиданные. Вы знаете, как не ждал, ничего не предвещало, и вот, пожалуйста, случилось. Но очень жизнеутверждающие. То есть здесь 3 события хороших. Да? Что-то произойдет к добру, к лучшему, к радости, к удовольствию. Не могу сказать, что вы все у меня разные, но прям 3 события. 3. Этим событиям вы будете очень рады. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.